Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Камшик Шара» и я ее ведущий Нарсу Абухва. Расскажем о самых важных событиях в стране и сегодня в выпуске. Клондайк знаний. Сухумской горской школе номер 10 имени Нестора Лакоба в этом году исполнилось 160 лет. Да будет свет. Ведутся работы по восстановлению освещения трассы Псоу-Сухум. Объект туристического значения. В эко-отеле Гаруда Клэмпинг готовятся к приезду туристов. Сухумской горской школе номер 10 имени Нестора Лакоба в этом году исполнилось 160 лет. Это история многих поколений педагогов и учащихся, в которой есть место достижениям и открытиям, традициям и инновациям. Юбилейную дату отметили в школе праздничным мероприятием. 160 лет – это целая жизнь, богатая событиями и историей. За это время школа прошла сложный путь становления и развития и стала родным домом для тысяч детей. Здесь получило образование не одно поколение академиков, писателей, артистов, спортсменов, государственных деятелей, патриотов, сложивших голову за свободу Родины. Основной упор – воспитывать поколение в духе абхазства, морально-этического кодекса. 56 выпускников наших сложили головы, защищая Родину во время Отечественной войны в Абхазии. Каждый класс носит имя наших выпускников. Большая работа проводится в патриотическом плане. Классные часы. Мы участвуем во всех патриотических соревнованиях. У нас учителя начальной военной подготовки Квицини Руслан Шотович и Адли Балаша Зурабович очень ответственно относятся к своей работе. И вот конкурсанты в этом году, которых они готовили, выиграли в городском конкурсе строя песни. Сегодня школа – особая территория. Методический, информационный и социокультурный центр. Визитная карточка школы – ориентированность на всестороннее развитие учащихся, преемственность поколений. Здесь созданы все условия для того, чтобы дети постигали науки, учились мыслить, творить, добиваться поставленных целей. Полученные в школе знания позволили выпускникам найти себя в самых разных отраслях и сферах. Принимает активное участие наша школа во всех городских мероприятиях, в конкурсах республиканских и очень хорошо себя проявляет. В городской олимпиаде наша школа заняла первое место, в республиканской 60 победителей. Это для нашей школы, я считаю, что большой успех. Также очень много кружков у нас. У нас литературный кружок, у нас театральный кружок, хореографический кружок. В нашей школе организовала учительница пения Чачхалям Зия Потовна хор. Мы имеем свой хор. Также у нас секции баскетбола, волейбола, футбола. В 1859 году российский император Александр II издал указ о создании на Кавказе так называемых горских школ. Так началась история 10-й школы. Официально она открылась 4 апреля 1863 года. Со временем детей здесь становилось все больше, а курс учебы дольше. Главной проблемой было то, что обучение велось на русском языке. Первым, кто поднял вопрос о том, что в учебную программу нужно ввести уроки абхазского языка, стал патриарх абхазской литературы Дмитрий Гулия. По сей день школа бережно хранит и чтит традиции родного языка. 10-я горская школа, можно так сказать иначе, это история всей Абхазии. Это историческое наследие абхазского народа. В этом году так получилось, что мало того, что школа отмечает 160-летие своего юбилея, своей даты, но еще тут совпали еще другие даты. 100 лет со дня присвоения имени Нестора Лакоба, нашего выдающегося деятеля, и еще 130 лет со дня рождения. Учиться в этой школе в советское особенно время и сейчас это было большой честью.
Благодаря нашим учителям, которые работали здесь долгие годы, они пронесли вот этот дух абхазского народа, сумели сохранить, несмотря на то, что было очень сложное и противостояние. Вот этот праздник особо, мероприятие особо близко. Почему? Потому что в этой школе учился мой также отец. Он выпускник 4-го выпуска 1937 года. И вот преемственность поколений, которую сумела сохранить эта школа, как бы дает нам, конечно, такой импульс и как бы внутреннюю силу. Самое главное в школе – ее душа. Тот дух, который формируется коллективом учителей, учеников и их родителей. Годы неумолимо отсчитывают время, а школа все равно остается молодой, потому что ее стены наполняются новыми звонкими голосами. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Аслан Бжаня принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 160-летия Сухумской горской школы номер 10. Глава государства выступил с поздравительной речью. Апсны оцел лошадецкая лакоба есть афиште. Абран ялагит и наука аша апсны зарава отзывы рымя. А школ аустымтаться предлагала дала иду с наукой, культурой рычарапны. Урк активно яла функционала политика стазара. Апсны рымилат хапитра парапны и вхагилывся. Уртрапша духу папсу литература патриарх Дермит Гулия. Аккредитация прям шечны, а школ езжелище стаху, а их городупа. Гражданин Азербайджана Ниджат Дадашев объявлен в розыск по подозрению в убийстве гражданина Турции Айдына Ахмета, сообщает пресс-служба МВД Республики Абхазия. В ведомстве назвали приметы разыскиваемого. Рост примерно 180 сантиметров, крепкое телосложение, короткая стрижка, борода сбрита, на лице густая щетина. МВД просит сообщить любую информацию о Дадашеве в дежурную часть по телефонам 7 840 226 41 41, 7 840 229 74 24. Сообщением на Telegram или WhatsApp по номеру 7 940 920 20 95, по телефону 02 или 002 для сотовых операторов. Убийство гражданина Турции Айдына Ахмета произошло примерно в 14 часов 10 минут 23 мая на пересечении улиц Арзенба и генерала Аршба в Сухуме. Еще 4 человек, в том числе 14-летний подросток, были ранены во время стрельбы. Их доставили в больницу. Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства общеопасным способом. ГАИ Абхазии проверит водителей на соответствие требованиям управления маршрутными такси и автобусами, сообщает пресс-служба МВД. 22 мая сотрудники УГАИ МВД Республики Абхазия провели рейдовые мероприятия. Он проходил более 6 часов. Его итогом стали 289 протоколов об административных правонарушениях. Смотрите материал пресс-службы МВД. 22 мая сотрудники Управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел продолжили рейдовые профилактические мероприятия. После построения личного состава и обозначения целей профилактического рейдового мероприятия сотрудники дислоцировались по республике. Управление госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия продолжает ежедневные профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Убедительно просим наших граждан не управлять транспортным средством в состоянии опьянения. С 15 мая по настоящее время выявлено более 90 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Все водители подвергнуты административному штрафу 30 тысяч рублей и лишены права управления транспортным средством на полгода. Упор в РИО начальника госавтоинспекции Лоуиналыпа поручил делать на Гудоводский район. Согласно статистике 2023 года, именно здесь наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия.
22 мая Управление госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия проводит профилактические мероприятия в городе Гудаут. К сожалению, дорожная статистика показывает, что в последнее время в Гудаутском районе произошел ряд серьезных дорожно-транспортных происшествий. Данные мероприятия проводятся с применением ротации. На Приморском посту задействован личный состав Сухумского района, а в центре города проводят профилактические мероприятия сотрудники управления ГАИ. С приближением курортного сезона на дорогах заметно вырастает число маршрутных такси, рейсовых автобусов, машин, занимающихся туристическими перевозками. Вместе с тем, в последнее время граждане активно жалуются на качество оказываемых данной категории водителей услуг. В этой связи руководство МВД поручило инспекторам ГАИ провести проверку данной информации. В последнее время в социальных сетях часто стала появляться информация о том, что водители маршрутных такси и рейсовых автобусов допускают нарушения правил дорожного движения, а именно выезд на сплошную полосу движения и совершение обгона в запрещенных местах, также превышение скорости. В ближайшее время Управление госавтоинспекции планирует провести профилактические мероприятия, направленные на выявление таких водителей. Если подтвердятся случаи нарушения правил дорожного движения, данные водители будут лишены лицензии на перевозку граждан. Рейд проходил более 6 часов. Его итогом стали 289 протоколов об административных правонарушениях, в числе которых управление транспортом в нетрезвом состоянии, отсутствие ремня безопасности во время вождения, применение запрещенной тонированной пленки на лобовом ветровом стекле. В ходе проведения профилактических мероприятий в Гудаутском районе сотрудниками Управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия было выявлено 289 административных правонарушений. Из них 13 за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Все водители, управлявшие транспортным средством в состоянии опьянения, будут лишены прав управления транспортным средством и подвергнуты административному штрафу в размере 30 тысяч рублей. 86 административных протоколов составлено в отношении водителей, не использующих ремни безопасности. Этой норме будет уделяться особое внимание, так как ремень безопасности позволяет спасти жизни при совершении дорожно-транспортных происшествий. 11 административных протоколов было составлено в отношении водителей, использующих запрещенную тонированную пленку на лобовом стекле. УГАИ МВД Республики Абхазия призывает граждан соблюдать правила дорожного движения, ведь от этого порой зависит ваша жизнь и жизни других участников дорожного движения. Жителю села Лыхны Гудаутского района Ванджаш Рафаэлю Зефиковичу 1991 года рождения вменяются незаконные приобретения, хранение и перевозка без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия наркотического средства метадон. Сильнодействующее наркотическое средство гражданин Ванджаш хранил при себе и выдал в ходе личного досмотра. Обнаружено белое вещество. Как это называется и где вы его приобрели? И с какой целью? Для употребления. Для личного употребления? Для личного употребления. А где вы приобрели? В России. В России? В Российской Федерации? Да. А именно город? Адлер. Город Адлер. Последний задержан сотрудниками группы уголовного розыска линейного отдела милиции железнодорожной станции Гагра линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии после прохождения зоны таможенного контроля КПП ПСО. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Рафаэля Ванджаш по части 1 статьи 223 и части 1 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственное подразделение ЛУВДТ Министерства внутренних дел. Жителю Гудаутского района Цушба Дмитрию Родиковичу 1978 года рождения вменяется незаконное культивирование запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений в крупном размере. В ходе обследования приусадебного участка в селе Куланархуа по месту жительства гражданина Цушба сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району обнаружены и изъяты корни растения вида мак снотворный. Следственным подразделением Гудаутского РОВД в отношении Дмитрия Цушба по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики, возбуждено уголовное дело. Судом Гудаутского района задержанному избрана дальнейшая мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются мероприятия, направленные на выявление и пресечение деятельности по добыче криптовалют. За прошедшую неделю сотрудниками МВД в ходе проведения рейдовых мероприятий выявлено и изъято 70 аппаратов по добыче криптовалют.
За прошедшую неделю сотрудниками МВД в ходе проведения рейдовых мероприятий выявлено и изъято 70 аппаратов по добыче криптовалют. В городе Чимчира изъято 18 аппаратов, принадлежащих Сабеке Лаше Руслановичу, и 1 аппарат, принадлежащий Шаматава Ираклию Зигфридовичу. В селе Мачара Голорыбского района обнаружена майнинг-ферма, принадлежащая Родионову Владимиру Игоревичу. Изъят 51 аппарат по добыче криптовалют. За отчетный период с 5 февраля текущего года проверено 888 объектов, изъято 1707 единиц майнинг-устройств. По поручению президента Астана Абжаня ведутся работы по восстановлению освещения трассы Псоу-Сухум. Ремонт осуществляется в рамках инвестпрограммы на 2023 год. Все подробности у Алики Трапш. Линия освещения республиканской трассы Псоу-Сухум была введена в эксплуатацию около 10 лет назад. За это время плафоны пришли в негодность. По поручению президента Аслана Абжаня еще в январе текущего года начались работы по замене осветительных приборов. Специалисты покрасили опоры краской, устойчивой к атмосферным воздействиям. Планируется заменить 5500 плафонов. В настоящее время подрядная компания «Апснелайт» проводит монтажные работы в районе Пицунского поворота. На данный момент поменено уже более 2200 светильников. Работы ведутся в штатном режиме. Единственное, есть моменты, влияющие погодные факторы, которые нам не дают работать. Но в целом работы ведутся. Планируем, что в нужные нам сроки мы уложимся и замонтируем освещение до Сухума. Протяженность дороги от Сухума до Псо около 120 километров. На этом участке установлено порядка 3000 опор. Около сотни из них в результате ДТП сильно деформировались. Их также заменят на новые. На освещение трассы на участке Сухум-Псо в 2023 году в рамках инвестпрограммы заложено 105 миллионов рублей. Замене подлежат 9 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроэнергией данную линию. Частичная замена СИПа, то есть самого провода. Там, где заменили трансформаторы, освещение уже включили. Это подъездная дорога к границе, там уже ночью освещается. И частично там до Гагры, там, где трансформаторное хозяйство было в порядке, освещение уже включили. Также реализуется второй этап освещения автодороги Сухума-Чимчира. Тоже в рамках инвестпрограммы выделено 105 миллионов рублей. Там во втором этапе необходимо установить порядка 600 опор, 1200 светильников, там около 5 трансформаторов. Работы уже ведутся, более 100 опор установлены. Работы по освещению республиканской трассы на участках Псоу-Сухум и Сухума-Чимчира планируют завершить до 30 сентября. Алика Трапш, Тимур Лугохия, Абхазское телевидение. В турецком городе Каджаели в память о жертвах Кавказской войны состоялись скачки Апсуар-Шервера. Такие мероприятия проводятся не первый год. Это стало традицией. Руководитель Абхазского культурного центра города Каджаели Кардия Чичба Хасан вручил памятные сувениры гостям из Абхазии и руководителю представительства Республики Абхазия в Турции Ибрагиму Авицба. تقول يكون هوايلر يربون كليكا يقول أبسنا خيط كلرا يزسكو زجيزنا أنو حدو حي بخزوب أبرا يزود داري رتشونا أبسوا نسكي أرا يويد أشكا أبسوا رتشكو يويد أكتي أي بتي أخبتي تبرز كوكو ويزها دارة إنترس رمو هوايلر أبرا خيانة أبرا أنو حدو ياخد شرزها. По поручению министра здравоохранения Эдуарда Бутба состоялась рабочая поездка абхазских медиков в Сочинскую городскую клиническую больницу номер 4, сообщает пресс-служба Минздрава. Исполняющий обязанности главврача республиканской больницы Эрик Хатхуа встретился с главврачом Сочинской больницы Игорем Лукьянченко. Обсудили вопросы по организации работы медучреждений. Абхазские специалисты ознакомились с работой некоторых отделений Сочинской больницы и основами администрирования медучреждения. Главврачи договорились о бесплатной стажировке медиков из Абхазии в 4-й городской больнице Сочи. Такая практика, по словам Эрика Хатхуа, весьма востребована и необходима нашим врачам.
Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия напоминает всем организациям, за исключением бюджетных, о порядке представления годовой и квартальной бухгалтерской отчетности в госорганы, регулирующие ведение бухгалтерского учета. В случае несвоевременного представления отчетности соответствующая бухгалтерская отчетность не будет принята в ИМНС Республики Абхазия по месту регистрации, а к налогоплательщикам будут предприняты меры по приостановлению операций по расчетным счетам в строгом соответствии с законом Республики Абхазия о Государственной налоговой службе Республики Абхазия. В случае уклонения от ведения бухгалтерского учета, искажения бухгалтерской отчетности и несоблюдения сроков ее представления и публикации следует привлечение к административной или уголовной ответственности в соответствии с законом Республики Абхазия. Сухумский район объектами туристического значения не столь богат, но вместе с тем обладает достаточными ресурсами. Один из наиболее крупных объектов туризма – это Гаруда Глэмпинг. В рамках подготовки к курортному сезону эко-отель посетили глава Минтуризма Теймураз Хишба и глава Сухумского района Алхас Читанава. Глэмпинг «Гаруда» – эко-отель в живописной предгорной местности Сухумского района. Чтобы добраться до него от столицы, понадобится чуть более 15 минут. Дорога, конечно, не совсем комфортная, требует ремонта, но путь того стоит. Тем более, что в перспективе администрация Сухумского района рассчитывает изыскать средства на ее ремонт. Ведь этот эко-отель, набирающий популярность, исправно пополняет госбюджет. К примеру, налог на землю составляет порядка $500 000 рублей. Это такая инспекционная поездка подчеркивает, насколько данная отрасль важна для экономики республики, в частности для бюджета Сухумского района. Такого рода объекты мы крайне заинтересованы в их развитии и вообще реализации. И наша позиция, и позиция руководства страны, это подчеркивается на всех совещаниях, что максимальный комфортный режим для бизнесменов, для того, чтобы все эти бюрократические вопросы были максимально разрешались. Встреча главы Сухумского района Алхаса Читанава с министром туризма Теймуразом Хишба состоялась на территории эко-отеля в рамках визитов объектов курортного значения для подготовки к курортному сезону. Мы знаем, что в Сухумском районе 9 мест размещения, более 250 койко-мест. Мы находимся, на мой взгляд, в очень интересном месте. Глэмпинг Гаруда – это на самом деле флагман этого направления не только в Сухумском районе, но и в Абхазии в целом. Сегодня это направление очень востребовано вообще во всем мире. И мы надеемся, что такого рода объекты будут строиться по всей территории Абхазии, так как они сохраняют экологию нашей республики и дарят нашим гостям незабываемые чувства нахождения на природе, на свежем воздухе. Сухумский район не богат подобными объектами курортного назначения. По словам главы района Алхаса Читанава, всего их 9, из которых 3 гостиницы. Соответственно, прибрежная территория Сухумского района почти не освоена. А это значимый потенциал для сферы туризма и существенные перспективы для пополнения бюджета республики. Что же касается самого глэмпинга Гаруда, то здесь активно готовятся принимать гостей. По информации отдела бронирования, показатели брони этого года выше предыдущего. Рабочая поездка на посещении эко-отеля не завершилась. Главы Минтуризма и Сухумского района посетили ряд других объектов. Асида Малия, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Сандро Ашуба стал победителем Кубка вузов Москвы по вольной борьбе в программе 35-х Московских студенческих спортивных игр, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Соревнования прошли 20 мая в Москве. В турнире приняли участие 105 участников в составе 7 команд. Спортсмен является воспитанником тренера Игоря Бирая. В завершении выпуска расскажем о погоде. В четверг, 25 мая, местами ночью и утром возможен слабый дождь, гроза. Температура воздуха ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла. Температура морской воды плюс 15 градусов. На этом информационный выпуск Камшимшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.